Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Гость нашего выпуска – заслуженный артист Республики Татарстан Рамиль Хакимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Рамиль, расскажите о себе, о своем детстве, откуда вы, когда начали свой творческий путь? Я сам из Казани, родился в Казани. С детства начал петь, начал петь. Занимался баяном, вот потихоньку пошла любовь и к пению. Началось все это с того, что когда мы ходили в гости с родителями, просили всегда спеть. Я всегда залезал под стол и там начинал петь, то есть стеснялся людей. Ну а потом уже, когда вырос, видимо, не стеснялся, начал такую творческую, как сейчас, творческую жизнь. Вступил в класс баянов, то есть хромки, я учился на баян и на хромке играть. И вот там уже, когда начал на хромке играть, сам начал играть, сам петь. То есть все оттуда началось потихонечку. Моя творческая жизнь. Один раз, когда в школу приехал к нам концерт, то есть Алиев приезжал, у нас концерт был, они выступили и начали нас проверять всех. То есть кто на что способен, кто как поет. Вот он меня прослушал, я ему понравился, он мне оставил свою дитячку. Дитячку оставил, закончил 11 классов. Пришел к нему, тогда он преподавал на Ленинском факультете, было, как помните, педагогический университет, да? Вокальный, не вокальный, а по классу фортепиано там. То есть я к нему пришел, он мне поставил голову, давай, говорит, Улан, сдавай экзамен, документы в консерваторию. Я говорю, как в консерваторию не было, у меня не образования, ничего нет. Давай, говорит, все, сдавай, все будет нормально. Ну, пришел, сдал документы, пришел на экзамен, спел. Как ни странно, меня взяли. Ну, 2 года учился, но на первый курс, то есть я 2 года под курс учился, а на первый курс я не смог пройти, потому что, ну, видимо, не до конца еще был развит, то есть не до конца музыкального образования.
консерваторию, вы сами знаете, это такое большое заведение. И мне пришлось пойти в музыкальное училище, то есть получать больше знаний в музыкальной части, вокальной. Там я уж учился у Халибольной Эльвиры Султановны, она меня к себе взяла. Когда я поступил в первый курс училища музыкальное, Венера Хасан меня сразу схватила, увидела. Давай, Улам, пошли. Государственный ансамбль песни и танцы Республики Татарстан. Вот пошла вся моя жизнь. А в ансамбле уже, получается, во время учебы работали? Да. С первого То курса есть уже? я и учился, и работал уже в Государственном ансамбле песни и танцы. А в консерваторию потом уже не стали поступать? Ну, раз работаешь, уже, видимо, нет. Не суждено. Но я, когда уже учился в училище, я уже на втором курсе женился. То есть у меня уже семья была. Уже не до этого было, честно говоря, думать не об этом. Может, даже если не женился, может, пошел бы дальше. Но судьба, видимо, так распределилась. А супругу вы встретили в ансамбле? Нет, супругу я встретил, она у меня раньше танцевала. Я ее встретил в Камень-Джинске. У них был свой коллектив, Селен называется. То есть она там танцевала. Вот я ее там встретил. Она еще не работала в ансамбле? Она не работала в ансамбле. Интересно. А кто из родственников у вас поет? Из родственников у меня, таких профессиональных певцов нет. Если так самоучки, вот у меня мама поет, папа поет, сам на баяне играет и поет. То есть как бы так. А таких вот именно профессиональных, чтобы как бы голосов, нету вроде, не знаю, не могу сказать. А с кем из родственников вас сравнивают? У кого такой же тембр голоса есть? Честно могу сказать, не знаю вот точно. То есть я не задумывался об этом и не спрашивал ни у кого, то есть у кого есть такой голос. Я знаю, что мама поет, знаешь, что папа поет. То есть я думаю, может, от них передалось, вместе смешалось все, и мне передалось. Şaya uzatına bir söz aytsa qızarala bir söz aytsa qızara Kimlerge ne aşık tugul bizdeki bakır kızlarga seniki bir kızlarga Kimlerge ne aşık tugul bizdeki bakır kızlarga seniki bir kızlarga Atlıysın tizgine ayakların tizgine ukçelerin bizgine Uzakların ezelele eytsene bir sizgine Венера Хасановна говорила, что вы татарский Паваротти. А вы в детстве слушали таких певцов оперных? Откуда такие вокальные данные у вас? Честно сказать, никого не слушал. Просто, видимо, в то время не было заинтересованности такой. Говорю же, я не думал, что я буду вокалом заниматься. Я думал, что я буду или военным, или строителем каким-то. То есть больше к этому. Но вот именно вокалом, чтобы певцом, я никогда не думал. То есть это, видимо, судьба такая, так решилась. То есть стать певцом. А какие произведения вам больше нравится исполнять? Такие классические, иностранные, вот итальянские арии, да, вы исполняете, либо татарские, народные? Классика, в принципе, классика, она уже лежит во мне, я не знаю почему, но она легче дается мне, в принципе, классика. Видимо, из-за того, что голос так поставлен, видимо, классические темы. То есть классика больше идет. Ну, народная чуть-чуть тяжеловато, потому что там много мелизматика нужна, а у меня как бы вот этого, то есть много мелизматики, нет, наверное, может, если позаниматься, может, есть, но мне кажется, это, я не знаю, не могу объяснить, то есть эту ситуацию, что у меня нет мелизматики. Ну и эстрада, уж она самая простая, как говорится, там уж можно даже просто не распеваясь его взять и спеть. Больше всего классика. Классика итальянская, русская, татарская, то есть такие вот патриотические песни, они больше.
А до того, как поступить в училище, начать заниматься с педагогом, вы уже исполняли классику? Нет, классикой я не занимался. У меня было более такие вот песни. Типа вот раньше было «Ассаляму алейкум», «Венера Тамсина Татарстан». То есть, вот, а классики вообще я не думал об этом даже. То есть Эльвира Султановна, как говорится, больно, видимо, поставила меня, она видела то, что я вот мощный, значит, я должен петь классику. То есть такие вот. Голос больше дан от природы, нежели работа над собой, как вы считаете? Можно добиться такого голоса, как у вас? Либо это либо дано, либо не дано? Видимо, дано Богом, если я так пою. То есть, видимо, так поставлено и задача, то есть, у меня так, с таким голосом, то есть, так и есть. Каков он есть. Ваша супруга тоже творческий человек. Как вы думаете, ваш сын выберет творчество как профессию? Он уже ее выбрал, если честно. Он уже и поет, и танцует, и готовится уже к созвездию. Ему всего только 6 лет. Но запоминает это просто нечто. То есть в дальнейшем, мне кажется, он будет талантливым человеком. То есть певец, танцор, все вместе, как говорится. Потому что жена раньше танцевала, а я пою. То есть, видимо, гены передались. Ему кроме музыки больше ничего не нужно. То есть он игрушки не играет. Ему лишь бы музыка, танцевать и петь. Все. Больше ничего не нужно. Классно. А он уже в музыкальную школу ходит или вы с ним занимаетесь? В музыкальную школу он не ходит. То есть мы ходим к педагогу. Она вот с ним занимается чисто вокалом. То есть с вокалом. Вот сейчас они готовятся к конкурсу. Дай Бог, чтобы он там сдержался, не испугался этих конкурсов, потому что это самый первый конкурс в его жизни, 6 лет. У меня, конечно, такого не было 6 лет, но у него, да, ну, дар есть. Я думаю, что у него все получится. Удачи ему. Спасибо. Рамиль, спасибо вам за интервью. Желаем вам и вашей семье любви, творческих успехов, здоровья и всех жизненных благ. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ele ma tanto in cella su mancata la testa già andate sino a cima e poi tornato sempre qua la testa gira gira e torna